Хайрле, мұңлы сағатта, достар! Желающие погрузиться в мир музыки, будьте с нами на одной волне. Сегодня с вами я, Камила Бакирова. И я, Рустам Равгудинов. Телеканал «Тамыр» распахнул двери для конкурсантов открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкан». Наш конкурс приурочен году культурного наследия народов России и году башкирской культуры и духовного наследия, объявленному Всемирным Курултаем Башкир. На отбор участников телеконкурса «Елкан» поступило 186 заявок. В конкурсе «Тамыр» будут участвовать 44 музыканта в 4 номинациях: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты и духовые инструменты. Сегодня слушаем номинацию «Струнные инструменты». Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан. Шаураз Сагитова, пианист, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Продолжаем конкурсный тур открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкан». Номинация «Струнные инструменты». Башкирская академическая музыка может похвастаться прекрасными пьесами для струнных инструментов. Меня поражает скрипка. Маленький инструмент, имеет всего 4 струны, а сколько красоты и силы ее нежности в ее звучании. Слушаем и наслаждаемся. Эшқызы, ямағат, бәгесілер ярабә тарта. Мы находимся на торжественной жеребьевке. Участникам предстоит выбрать кораблик и назвать его своим именем. В корабликах спрятаны номера. Какой номер выбудет под таким и будут выступать перед жюри. Желаем участникам удачи! Возьму вот этот. Первый. Ну, я не знаю насчет того, счастливый или нет это, но мне нравится первый выступать.
Алия, поздравляю тебя с успешным выступлением. Много очень хорошего, позитивного. И ты знаешь, хотел тебе сказать вот что. Что отличает уже состоявшуюся взрослую игру от детской, ученической? Вот, казалось бы, ты уже такая вот красивая девушка, замечательно держишь себя на сцене. И есть некоторые такие нюансы, скажем, как вибрация. То есть, как ты понимаешь, вибрация может быть теплой, может быть интенсивной, но важно, чтобы она была. Когда ее нет, это, да, встречаются такие произведения, скажем, произведения современных авторов, где вот написано не вибрировать, нон-вибрато, скажем, там, да, ну или музыка того требует. Но вот в тех произведениях, которых ты сыграла, вибрировать просто нужно обязательно, не постоянно там как-то вот одинаково там что-то давно вибрировать. Это обязательный компонент. Все замечательно выстроено по драматургии, по характеру, работа педагога налицо. Но вот именно не хватает в экспрессии. Видно, что ты хочешь, а вот не хватает именно вот такой насыщенной именно вибрации. Иногда она у тебя есть. Когда тебе позволяет там какой-то текст, где-то есть время подумать, но иногда в тех местах, где именно нужна такая экспрессия, нерв такой, скажем так, да, вот именно не хватает вот этой вибрации. Конечно, и я надеюсь очень, что у тебя в будущем будет и инструмент получше, потому что что-то по звуку я сам пока не попробовал, не понял. Может быть, это и микрофон или еще что как-то, может быть, ты и вкладываешь. Но, тем не менее, вот те вот ощущения и то, что вижу я вот как бы тебе вот эти моменты сказал. По интонации я поставил у себя плюс, ты молодец, хорошо, но за исключением каких-то вот некоторых там вещей, это ничего страшного бывает. Успехов тебе, Алия, спасибо. Мне радостно было, что открыл наш сегодня скрипичный день. Именно этот дуэт, у вас замечательный ансамбль и прекрасный выбор произведений. Вот вы сыграли прямо классику. Пьеса сложная, она такая коварная. Там много того, что заставляет серьезно поработать и скрипача, и пианиста, концертмейстера. И хотела сказать, что тебе хорошо удался образ, как ни странно. Ты такая хрупкая девушка, но образ джигитов, который заложил Нариман Сабитов, получился. Может быть, от того, что и сам образ был очень яркий, потому что джигиты для Наримана Гилязовича это был не пустой звук. Его старший брат прошел войну, и он себе представлял, как выглядят люди, защищающие свою родину. И вот это все слышно в твоем исполнении. Я желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо тебе, ты доставила нам большое удовольствие. Алия, я тебя поздравляю. Действительно, хотелось бы побольше такой настоящей взрослой скрипичной вибрации. Но, очевидно, ты еще на пути своего становления. Подумай о том, что сказал уважаемый Ильшат Дамирович. И со своим профессором дальше расти. Договорились? Удачи тебе. Спасибо. Поздравляю с успешным выступлением. Мне кажется, здорово видеть, как ты растешь. Что-то вот как поменялось, да, с прошлой встречи. Появилась какая-то уверенность в себе, в том, как ты ведешь фразу. Единственное, я бы вот в джигитах все-таки, мне кажется, немножко не хватило, знаешь, выдержки такой. То есть ты немножко такая получилась, ну вот слишком какая-то такая быстрый джигит у тебя немножко. Вот не хватило вот именно вот этой оттяжки, которую мы так любим просить от детей на этом конкурсе, вот по времени, именно чтобы характер был более точным. То есть, да, ты была такая вся страстная, такая хорошая, но вот чуть-чуть буквально. Тем более, что там тема же в начале, насколько я помню, играется на баске. Это струна, которую хочется послушать, озвучить хорошенечко, услышать, как она отзвучала, вот эти паузы. Чуть-чуть не хватило. А так, очень-очень-очень благоприятное такое впечатление. Удачи тебе, развивайся и дальше точно так же. Спасибо. Афарин, Алия, бүгінгі конкурс күнін асып ебердің. Еңа шуның үшін dur рахмат. Артабан хенің ижад юлында тек оңыштар. Dur рахмат еңа. Афарин. Спасибо.
Поздравляю. Алия, я тебя поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Алия, кто твой самый строгий критик? Я думаю, это Людмила Павловна, мой преподаватель и концертмейстер Денис Фаилович. Людмила Павловна, а почему вы на этот конкурс выбрали именно Алию? И Алия, потому что она уже пыталась выступать, успешно выступила, но не прошла в финал. И, конечно, очень бы хотелось повторить вот попытку и все-таки выйти в финал, потому что Алия, она играла очень много за свое обучение в музыкальной школе на разных конкурсах, концертах. И сыграть с оркестром симфоническим, это было бы, конечно, очень почетно, очень радостно, потому что, не каждый даже хороший музыкант в своей жизни играет с оркестром. А если эта возможность предоставляется учащимся, то, просто невозможно не воспользоваться. Денис Фаилович, а как вы находите общий язык с детьми и как вы подстраиваетесь на одну волну? Задача концертмейстера в большей степени является поддержка исполнителя. Иной раз нужно задать импульс, если, например, какое-то начало с концертмейстера идет, либо какие-то проигрыши концертмейстера тоже играют. То есть такие какие-то задачи, которые поставлены на концертмейстера, это не столько какие-то психологические, чтобы понять, как мыслит ребенок и так далее. То есть нужно сконцентрироваться именно на музыке, задать импульс, чтобы исполнитель подхватил его, чтобы поддержать его. В этом и есть задача концертмейстера. Надо подумать. Беру вот этот. Номер 2. Надеюсь, мне принесет это удачу.
Розалия, поздравляю тебя с выступлением. Спасибо. Отмечу, был хороший контраст между, значит, песенными, медленными частями и быстрые. Это ты хорошо показала, это здорово. Знаешь, я бы больше отметил пицциката. Вот ты скажешь ла-ла-рим, не помню, какая там музыка. У меня лично были ассоциации с мазуркой Винявского. Вот, там тоже есть такой эпизод, когда смычок и варьируется арко и пицциката. Сочетается, имеется в виду. Так вот, пицциката я бы сыграл более уверенно. Чтобы это ламдарим-пам было, звучало, а ла-тари, что-то вот такое, даже непонятно немножко, какие там были ноты. Вот такие вот пожелания. Спасибо большое. Спасибо. Успехов. Розалия, ты для своего возраста удивительно взрослый человек, как оказалось, и репертуар взяла такой серьезный. И поэтому я к тебе хочу обратиться с вопросами, даже не столько по технике, все равно лучше маэстро никто не скажет. Я хотела тебя спросить, помимо Льва Степанова, вот этот балет «Журавлиная песня», кто-нибудь еще писал вместе с ним? Да. Кто? Загир Испагилов. Ты умница, молодец. Ты хорошо подготовилась. Спасибо. Спасибо. Коллеги, а я хочу отметить у Розалии вот довольно смелое выступление. В целом, вот Смелые. дети боятся сцены. Мы это знаем, большинство детей боится. А ты этого не боялась. Ты так уверенно играла. Что-то у тебя хорошо получилось, что-то недополучилось. Но ты в целом была уверенной. Это очень хорошее качество. И вот журавлиные песни, я вообще отмечу основные, главную партию, да, главную тему ронду. Ты так уверенно играла. Серединочки, они у меня оставили вопрос определенный. Но главная партия очень хорошо. Так что молодец, продолжай в том же духе. Спасибо. Розалия, ты большая молодец. А мне Розалия напомнила героиню одного очень такого известного фильма о Гарри Поттере, Гермиону Джинджер. Прям. Тебе не говоришь, что ты на нее похожа? Ну, вообще образ такой, что вот серьезный, такой прям очень серьезный. Спасибо. Прям прелесть. И я думаю, у тебя все впереди. И вообще очень хорошее выступление. Спасибо тебе за это. И удачи в твоих творческих делах. Спасибо. Поздравляю тебя с очень интересным выступлением, и программа так интересно подобрана. У меня вопрос, скажи, ходила ли ты в наш театр оперы и балета на балет «Журавлиная песня»? Хотела бы. Хотела бы, но еще не ходила, да? Но я смотрела. Смотрела как-то. Ну, то есть ты знаешь, из какого кусочка эта музыка, да? Да, То есть да. что там происходит? Да. Просто вот эти, повторяющиеся куски у тебя очень хорошенькие. А мне кажется, если бы ты, может, сходила в театр и вспомнила, кто и что в этот момент танцует, это же сцена с журавлями, ты помнишь? Да. Особенно вот семинорный кусочек вот этот вот. Это вот монолог главной героини Зайтунгуль. И она там подражает журавлям. Вот так вот ножкой делает. Мне кажется, тебе, если вот освежить это в памяти, да, то тебе это поможет вот как раз вот эти недостающие образы высказать уже полностью. А так, действительно, очень смелое выступление. Спасибо тебе большое. Спасибо. Поздравляем тебя. Молодец. Роза, давно ты играешь на скрипке? Да, я поступила в 4 года, уже 7 лет занимаюсь в музыкальной школе. Что для тебя музыка? Это для меня очень ценно. Я долго играю, и мне это очень нравится. Майя Султановна, а если ребенок ленится, что вы делаете тогда? Помогаю. Делаю за него иногда. Занимаемся, а потом он привыкает, и ему начинает нравиться, и он уже не ленится. Татьяна Николаевна, сложно ли поймать общую волну? Когда как, если честно. Ну, у нас с Розочкой как-то сложилось сразу. Мы друг друга почувствовали, друг другу понравились, да? Дружим. Во-первых, это хороший момент для закалки, для будущих выступлений. Это большая организация. Это нужно научиться себя мобильно сконцентрировать. Это большая школа. Это лучше, чем 2 года учебы. Я люблю число 3, потому что 3 апреля я сдала зачет по русскому.
Катюш, спасибо. Скажи, пожалуйста, сколько ты лет играешь на 10. скрипочке? Тебе 10 лет. А сколько ты играешь на скрипке? 4 года. 4 года. С 6 лет, да, примерно? Хорошо, молодец. Тебе вот такой вот вопрос-загадка, задачка. Смотри, растет два дерева. Одно такое стройное, красивое, ствол у него ровный, ветки красиво растут вверх. А рядом дерево, которое согнуто, оно такое немножко кривое, да и даже вроде как листьев поменьше на нем. Какое ты выберешь? Какое более? Какое? Первое все-таки, да? Вот то же самое хотел бы сказать тебе. Если ты выпрямишь спинку, поднимешь скрипочку, все зазвучит гораздо более иначе. И правая рука у тебя станет увереннее и более свободной. И вибрация у тебя польется ровная и красивая и солнечная. Все-таки ты понимаешь же, что у нас не только нас, там, скажем, слушают, да? Нас еще смотрят, видят, любуются. Желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо. Катя, мне показалось очень дорогим мгновение, когда ты закончила играть, и мы не сразу стали тебе аплодировать. Нам хотелось еще немножечко тебя послушать, посмотреть на тебя, потому что ты сейчас показала такой пример отношения к звуку бережного, внимательного. Мне это очень было приятно в тебе. И еще не могла бы ты о себе немножечко рассказать, чем ты увлекаешься, помимо того, что играешь на скрипке? Помимо скрипки я занимаюсь вокалом довольно-таки долго уже.
где-то с 3-4 лет. Раньше я еще ходила на бальные танцы, ну а так я увлекаюсь больше вокалом, театральной. Я очень люблю играть в театре. Вот. Ну и в принципе все. Очень приятно познакомиться с таким разносторонним человеком. Как расцвела Катенька, когда начала говорить, да? Пошла улыбка сразу. Тебе так это, видимо, близко твоему сердцу, да, петь и заниматься театральным искусством. А когда на скрипочке, я вот, кстати, себе записал слово «аккуратно». Это вот про бережное отношение к звуку. Виктория Анатольевна сказала, очень аккуратно, так нежненько ты это все сыграла. Конечно же, хочется, когда аккуратно, чтобы был какой-то контраст, чтобы было еще и ярко, потому что там были кульминационные моменты, где ты могла бы себе позволить. Но я думаю, что прислушаясь к совету Ильшата Муслимова, когда ты выпрямишься, ведь сцена всегда от нас требует определенной задачи. Ты на сцене, ты тем более актриса, продолжай в том же духе. Да, спасибо. Действительно, и жнец, и шведский, на дуде и грец. Ну, не совсем на дуде, конечно, но тем не менее, мне кажется, очень здорово, что ты увлекаешься такими разными видами искусства. Они должны помогать, наверное, в развитии одно другому. То есть ты можешь какие-то, может, элементы из театра привнести действительно в музыку. Я хочу отметить, что я сначала первый раз думала, что мне показалось, потом я смотрю, действительно, ты на таких кульминационных нотках вибрировала. Меня это очень удивило, честно говоря, потому что, ну, я, естественно, не специалист, но я не знала, что в 10 лет уже люди могут так делать. И вот меня это очень удивило. И так здорово, что ты не везде ее это, а вот в самых таких вкусных местах добавила. Мне кажется, это говорит о определенном правильном вкусе и стиле. Действительно, удачи тебе во всех твоих начинаниях. Спасибо большое. И успехов. Видно, что творческий человек по отношению прям к музыке, то есть образно, все вот так чувственно бы я даже сказал, вот отношение именно к звуку. И действительно, ну, я советую прислушаться к тебе не как к критике, а как к доброжелательным пожеланиям вот, Ильшата Дамировича и принять как инструкцию. Поэтому, и думаю, у тебя большие творческие тебя ждут успехи. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляем. Венера Абдуловна, расскажите о своем ученике. Ну, Катюша пришла ко мне в 7 лет. Девочка способная, сразу понравилась, старательная. Очень приятно, что она продолжает семейные традиции. Мама ее, Лена, училась у меня, и теперь, получается, дочь тоже учится у меня. А что тебе запомнилось в этом конкурсе? В этом конкурсе мне запомнилась сама территория, сама вот эта вот атмосфера конкурса. Мне понравилось, как оценивали жюри, они мне пожелали удачи. Номер 4. Мне кажется, это для меня счастливое число. Надеюсь, мне правда повезет.
Риана, спасибо. Поздравляю тебя с выступлением. Спасибо. Вообще очень ценно, что ты выбрала играть сольно. Произведение. Это всегда сложно, это всегда ответственно. В медленной, в кантиленной музыке чрезвычайно важно, чтобы каждый форшлаг, каждая группетта, каждая нота в них была сыграна. Иначе это звучит примерно так. Понимаешь? Обязательно каждая нотка должна знать свое место. Я желаю тебе успехов, удачи, все будет хорошо. Спасибо, Риана. Вам тоже спасибо. Риана, расскажи немножечко. Ты приехала из города Салават, из уникальной школы. Сегодня нам было достаточно, скажем так, просто слушать. А вот там, когда жюри слушает, я вообще не понимаю, как они выбирают, кто из них самый лучший. Но ты знаешь, мне кажется, у тебя есть очень хорошие шансы, особенно благодаря тому, что ты взяла сольное произведение. Его нужно начать с определенной ноты и желательно на той же ноте закончить. И люди, у которых есть хороший музыкальный слух, абсолютный слух, они это всегда поймут и почувствуют. И то, что ты справилась с таким солидным произведением и его от начала до конца выдержала в одной тональности, мне это очень импонировало. Спасибо тебе. Спасибо. Рианочка, я хочу узнать, скрипка у тебя своя? Да, Или моя. тебе школа предоставила? Нет, она моя, она мастеровая. Да, я вот услышал тембр, такой очень приятный скрипичный звук. Да, ты излишне, на мой взгляд, аккуратничала. То есть ты не дала мне послушать скрипку в полную мощь, разогнать ее, понимаешь, чтобы я слышал фортиссимо. Этого не было. Но вот в аккуратном регистре, в аккуратной твоей игре очень хорошо звучит скрипочка. Поэтому береги ее. Давай, удачи тебе. Спасибо. Риана, поздравляю. Произведение Рауфа Муртазина «Романс». Оно изначально для скрипки написанное или это переложение какого-то вокального произведения? Вообще, это произведение, оно чисто инструментальное, потому что там очень широкий диапазон. Конечно, в нем есть слова специальные, но обычно его только инструментом играют. У меня нет больше вопросов. Полностью удовлетворили ответы. Спасибо большое. Удачи тебе. Поздравляю. А что для тебя важнее, участие или победа? Участие. Мария Валерьевна, а как вы настраиваете музыкантов к таким конкурсам? Но главное, чтобы было хорошее настроение. Мы смотрим, какое у нас произведение по эмоциональному наполнению. И уже в самом конце немножко так напеваем начало, чтобы проверить окончательно темп. А кто выбирал композицию, ты или преподавательница? Лилия Рафаиловна. Эту композицию я выбрала для нее не случайно, потому что Риана была готова с тем арсеналом исполнительских средств. Все, что в этой музыке по содержанию нужно было продемонстрировать, она могла продемонстрировать, то есть она готова была такое масштабное произведение. Я выберу этот. Номер 5. Ну, просто это счастливое число в моем понимании.
Машенька, я тебя поздравляю от души, браво, молодец. Очень яркое, достойное выступление. На самом деле очень понравилось. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Все у тебя получается, все хорошо, все у тебя есть для того, чтобы хорошо играть. Хороший педагог, концертмейстер, отдельное спасибо. Кем ты планируешь себя в будущем? Я хочу, сейчас пока я планирую, в оркестровой яме, тоже, на скрипке играть. В оркестровой яме играть Да, на скрипке? в опере и балета. Ну, я так думаю, что ты в любом случае, наверное, когда-нибудь это придется играть там. Все-таки я тебе хочу пожелать, чтобы ты играла сольно на сцене, выходила красиво, вот так же улыбаясь, вот с таким же настроением. Это очень важно, и ты молодец, что ты это несешь. Просто успехов тебе. Очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Маша, ты меня знаешь, чем удивила? У меня было ощущение такое, что сейчас вот вроде стоит одна девочка играет, как будто ты в это время быстренько поменяла инструмент. Это говорит, и то, как ты играла своим лицом, это очень дополняло образ. У меня было ощущение такое, что ты не только играешь на конкурсе, ты там как будто что-то рассказываешь. Это было очень интересно. Спасибо тебе. Спасибо. Машенька, говоря о скрипке, это та скрипка, которую ты получила от фонда Спивакова, ведь, да? Да. Значит, я хорошо тебя запомнил. Ты тогда играла нам Вивальди, сразу же на этой скрипочке. Это было пару лет назад. Даже 1 год. Даже 1 год. Ты растешь, и это очень приятно. И действительно прекрасно звучит. Продолжай в том же духе, Маша. Спасибо. И все у тебя будет хорошо. Такая прям солнечная, веселая. Вот. И это говорит о том, что у тебя большое чутье, музыкальное чутье, и ты можешь подать образы, правильные образы, как заложено в музыке. Поэтому за это тебе отдельное спасибо. Ты большая молодец. Спасибо. Спасибо. Поздравляю тебя с выступлением. Вот я слышу тебя, вижу первый раз. И вот мы кто-то между собой желали себе сегодня новых открытий каких-то музыкальных. Вот ты сегодня для меня стала таким открытием, потому что у меня, знаешь, вот не стыкуется картинка. Вроде ты такая маленькая, а играешь как будто взрослая уже, с таким пониманием. Я не знаю, вот романс Загира Гариповича меня тронул до глубины души, честно говоря. Вот все эти нотки твои, они были просто замечательные. Спасибо тебе за это чувство открытия и удивления. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. А ты сама выбрала скрипку? Ну да, мне тогда было 3 года, я увидела скрипача, и вообще родители хотели меня отправить на балалайку. Я протестовала, я взяла и скрипку. Лилия Феликсовна, откуда вы узнали про этот конкурс Елькен? Об этом конкурсе я узнала в прошлом году, так как учащиеся нашего колледжа участвовали в этом конкурсе и стали его победителями. Какое у вас впечатление осталось о нашем конкурсе Елькен? Хорошее впечатление, потому что достойные конкуренты у Маши. И я думаю, что этот конкурс нужно продолжать и дальше, потому что он дает возможность узнать республики самых лучших детей. Какой же выбрать? Этот. Номер 6. Надеюсь, это число мне принесет победу.
Диана, спасибо. Скажи, пожалуйста, есть ли мостик? Да, я вижу, что есть. А вот ты знаешь, внешнее ощущение такое, что ты играешь без мостика. Потому как скрипка все-таки больше на плече должна лежать, нежели как-то вот опускаться на... Тебе удобно вообще играть? Да. Просто вот для меня, Хорошо. чтобы я еще раз увидел. Еще раз возьми, пожалуйста, инструмент. Вот как ты знаешь, чуть-чуть откинь голову, попробуй назад, и также и инструмент, чтобы потянулся вслед за... Вот. Возможно, тебе так не очень удобно, да? Но это гораздо, если ты привыкнешь вот именно к такой постановке, некоторые проблемы, в том числе и с вибрацией. Почему она у тебя зажата? Потому что вот так вот вибрировать гораздо сложнее, чем вот так вот, понимаешь? Вот так ты свободна. Вот так у тебя ровная осанка, приподнята голова. То есть вот так должен стоять настоящий скрипач, понимаешь, да? То есть Да. красиво, ровно. Я уже вот предыдущим участникам об этом говорил, что это очень важно. Именно в этом возрасте, именно вот, то есть это с ранних лет нужно обязательно за этим следить. Значит, Хорошо, это по поводу спасибо. осанки, да? Теперь уже более конкретно по поводу технических частей вальс Хисамуддина. Вот посмотри. Ла-ра-ти-ра-рам, та-ра. Правильно? Такие штрихи, так ведь? Да. Ла-ра, 2 ноты, дальше идет длинная нота. Она должна прозвучать на весь смычок. Но так получается, что ты играешь раз, и тебе играть нечем. Как сделать так, чтобы было чем играть? Ну, до колодки доводить смычок. Довести до колодки на 2 восьмушках, до колодки, так ведь? Совершенно верно. Так, раз ты это знаешь, почему это не делаешь? Забываю иногда. Забываешь, да? Да. Не забывай, пожалуйста, это важно. Хорошо. Потом посмотри, пожалуйста, пунктир. Там, та-да, та-па-пип. Я не помню уже какой точно. Пунктир желательно играть тоже точнее, иначе он немножко уже превращается в тревель. Та-та-та-та-та-та. Понимаешь, да? Там, тим, па-пам-пам. Да. Артикулирование и точнее. Хорошо, спасибо. Успехов тебе, удачи, спасибо. Дианочка, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, как выглядит кылкубыс? Кункабыс? Да. Нет. Не знаешь, тогда я тебе очень советую посетить концерт Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан. Потому что там девочки, которые играли когда-то на скрипках, они очень с большим даже удовольствием играют на башкирском инструменте кылкубызе. Он звучит, конечно, по-другому, играть на нем совершенно по-другому, но, тем не менее, у них это получается. Почему я об этом подумала? Просто я эти произведения слышала в исполнении нашего оркестра. И мне было интересно, как ты их интерпретируешь. И я думаю, что тебе как раз будет интересно, как это играют в оркестре. Посмотри обязательно, ладно? Ты как Хорошо. скрипачка это должна знать. Хорошо, посмотрю обязательно. Родственный инструмент, прадед скрипки. Дианочка, тебе уже 14 лет, да? Да. Ты учишься в школе Пегова. Да. Ты ее, наверное, заканчиваешь уже. Ну, там 8 лет, вот следующий год последний. Следующий год. И что планируешь? Ну, я вот пока задумываюсь поступать куда-нибудь в Питер. Вот. Да, куда-нибудь. Училище. Но хочешь остаться в музыке, имеется в виду? Ну, скорее всего, да. Хорошие планы. Так что занимайся. Есть над чем Хорошо. заниматься, безусловно. Вот тебе дали ценные советы. Диана, поздравляю тебя с выступлением. Какое-то интересное путешествие по воспоминаниям. В частности, например, вальс. Этот мы очень-очень-очень уже давно в нашей спецшколе играли с ансамблем скрипачей сначала, а потом мы с моим прекрасным другом, скрипачом, замечательным Чингизом Ханадовым, вывозили даже куда-то за границу, как показное такое произведение яркое. Ты меня окунула в какие-то такие, действительно, видишь, я как-то даже притихла немножко и тут плаваю, в общем, плаваю в воспоминаниях. И мне кажется, это одно из таких важных качеств, наверное, своей игрой уметь не просто, знаешь, так это восхитить и сказать, молодец, здорово, а вот как-то дать толчок, возможно, проникнуть куда-то в душу по-своему. Вот у тебя это получилось. Вот, действительно, какие-то советы вот давали, их, конечно, естественно, стоит к ним прислушаться, но я тебе от себя говорю большое спасибо. Спасибо большое. Поздравляем тебя. Спасибо. Диан, перед выступлением руки не дрожали? Руки дрожали, волновалась, но когда вышел на сцену, уже более-менее не волновалась. Наверное, это зависит от самого музыканта. Диана уже довольно опытный исполнитель, она не в первый раз участвует на конкурсах. И если ученик готов хорошо к своему выступлению,
то не составит труда настроить его к исполнению. Я возьму вот этот. 7. Мне нравится 7, потому что это счастливое число. Кира, поздравляю тебя, молодец. Спасибо. Знаешь, недавно вот слушал тебя на конкурсе «Наследие». Ты знаешь, мне кажется, что ты, когда играла там, чуть побольше вибрировала. Не находишь? Про вибрацию не забывай, пожалуйста, ладно? Хорошо. Ты знаешь, я тебе еще расскажу вот такую историю. Один известный педагог, после того, как его ученик сыграл, начал ходить по комнате, заглядывать в разные углы, под инструмент, под фортепиано заглянул, туда заглянул, и как будто что-то искал. А потом поворачивается к ученику и говорит: знаешь, кто-то здесь мяучит, какая-то кошка, что ли, здесь, говорит, завелась. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот эти переходы, вот они были похожи немножко, как будто кошечка какая-то где-то сидит и мяучит тихонечко, так ведь? Это, конечно, очень красиво может быть и очень мило, но все-таки старайся, чтобы этих кошечек куда-нибудь подальше. Хорошо. Пусть они где-нибудь там мяучат, а тебе не надо, ладно? Хорошо. Молодец. Кира, очень радостно среди наших конкурсантов увидеть, ты вообще в своей возрастной номинации одна из самых маленьких. А путь скрипача, он такой долгий, извилистый, там очень много разных засад на его пути, потому что инструмент, с которым нужно все время к нему привыкать. И вот когда у тебя вдруг будет такое мгновение, что ты подумаешь: зачем я такой сложный инструмент выбрала? Ну зачем? Я же могла пойти на что-нибудь другое. Прочитай стихотворение Бориса Захадера «Скрипач». И у тебя сразу как рукой снимет. Тебе сразу захочется заниматься. Хорошо? Хорошо. Говоря о котятах, может быть, Кире просто так нравится играть? Может, ты просто Может, она специально, любит котят. специально мяукаешь? А, Осенние коты. Да. Но на самом деле очень старательная девочка, коллеги. Как она вот правой ручкой все выигрывает. Вот прямо вот сказали так, и вот прям так делает. Очень старательно. Но старайся еще больше. Ладно? Хорошо. Давай, удачи тебе. Поздравляю тебя с выступлением. Скажи, откуда ты узнала про этот конкурс? Почему ты захотела прийти и сыграть здесь? Ну, у меня из класса 2 девочки выступали тут, и я видела по телевизоре.
по телевизору, мне понравилось. Ну и учитель мне предложил, и я вот тут оказалась. Ну здорово. А где бы ты хотела оказаться через 10, скажем, лет? В Гнесинке. Здорово. Хорошие мечты. Вопросов не имею. Спасибо. Кира, большая молодец. И ответы у тебя такие взрослые. Я думаю, тебя ожидает большое будущее с такими стремлениями. Мне понравилось, как вы сочетаетесь вместе в ансамбле. Ты умеешь слушать и фортепиано тоже. И ансамбль у вас получился. За это тебе отдельное спасибо. Ты большая молодец. Удачи. Спасибо. Поздравляем Удачи. тебя, Кирочка. Спасибо. Поздравляем. Со скольки лет ты начала заниматься со скрипкой? Я была очень маленькая, мне было 4 года. А ты одна в семье музыкант? Да. У тебя есть любимые композиторы? Да. Нариман Сабитов. А в будущем ты хочешь стать музыкантом? Да, я хочу играть в оркестре и учить детей, как мой педагог. С какого возраста можно играть на скрипке? Ну вот Кира начала у нас с 3 лет вообще. Ну, я советую с 4-5. Я выберу вот этот. Номер 8. Мне нравится номер 8, потому что это праздник 8 марта. Алиса, поздравляю тебя. Молодец. А скажи, пожалуйста, вот в этом произведении «Вальс» Сабитова ты играешь та-чи, тай-ра-ри-ра-ра. На начальных нотах там стоят акценты в нотах? Ну да. Стоят прям акценты, да? Да. А ты знаешь, даже если они стоят, наверное, я чуть более мелодично бы их сыграл. Хотя, в принципе, можно иногда и вот так торжественно, как это делаешь ты. Ну, это такие нюансы, наверное, больше на усмотрение. Пожелания такие, что, во-первых, я посмотрел твой инструмент, желательно бы иногда менять струны. Ты уже сколько лет занимаешься на инструменте? На этом? Ну, пусть даже на этом. Вообще, я имел в виду вообще. Вот со скольки лет ты занимаешься на скрипке? Я с 7 лет занимаюсь 4 года. Уже 4 года. И, наверное, струны ни разу не менял.
Меняла. Меняла, да? Да. Один раз. Ты знаешь, вот желательно делать это чаще, ну, скажем, раз в полгода, может быть. Мгм. Это обязательно, иначе их будет сложно настраивать, да? Вот. Потом, наверное, уже можно немножко начать вибрировать на инструменте, как ты считаешь? Да. Да? И уже надо следить за переходами в правой руке, более плавными, Мгм. за переходами в левой руке. Так ведь? И вот ты смотри, я почему тебя спросил, как ты играешь. Вот я бы сыграл, наверное, это так. Та-ри-ра-та, ну или даже на один смычок, неважно. Ла-ри-ра-та, а не та-та-ри-ра-та. То есть есть какие-то лишние движения. Мгм. Постарайся от них избавиться, хорошо? Хорошо. Успехов, Алиса. Спасибо. Ты должна всегда помнить, что ты артистка. В первую очередь на телевидении, на сцене своей школы. Ты, кстати, в какой школе? В первой. Имени Наримана Сабитова учишься. Вот. Знаешь, ты должна проявлять максимально, помимо профессиональных своих качеств, еще и актерское мастерство. Ты закрыла глазки, и все. И мы слышали только звук, а мы хотим еще видеть артистку, которая завораживает собой нас, публику. Обрати на это внимание, ладно? Безусловно, материал был непростой, ты за ним следила, что-то получилось, что-то не до конца получилось, но не забывай о публике, не забывай об актерском мастерстве на сцене. Хорошо? Хорошо. Удачи тебе. Спасибо. Поздравляю тебя с выступлением. Вот у меня вопрос про вальс. Дело в том, что там в серединке новый материал музыкальный. Ты знаешь, что это за произведение? Да. Это «Жаворонок». Да, то есть это песня, да? Поет «Жаворонок». И мне кажется, если вы сделали вот такую компиляцию, да, то раз ты знаешь, что там «Жаворонок», мне кажется, характер должен был, наверное, немножко поменяться. Вот как тебе посоветовали узнать, какие песни вот в сюите, да, из башкирских песен, чтобы передать характер каждой, так и здесь вот нужно реагировать каждый раз. То есть понятно, что они примерно одного характера, радостного, приподнятого, но тем не менее. Может быть, где-то звонче, раз это «Жаворонок» поет, как-то веселее, встрепенуться как-то. Вот. И действительно, будь артисткой от начала и до самого конца. Вот прямо до конца туфелек своих. Удачи тебе. Спасибо. Алиса, большое спасибо, что ты принимаешь участие в нашем конкурсе. Действительно, вот благодаря тебе, в том числе, большая аудитория услышит вот Нариман Сабитова вальс. И поэтому продолжай вот оттачивать свое мастерство, чтобы с каждым разом то становилось только лучше. И вот сегодняшние советы, они должны тебе в этом помочь. Большое спасибо и удачи. Спасибо. Алиса, я тебя поздравляю, этот диплом твой. Алиса, что ты играла? Как выступила? Вроде бы неплохо. Я играла вальс Наримана Сабитова. А кто выбирал репертуар? Мой репертуар выбирала мой преподаватель Гуськова Вера Николаевна. Гульнара Рамиевна, а как вы сыграли на одной волне с Алисой? Ну, это было очень легко, потому что мы давно занимаемся. Алиса занимается в 3 классе в детской музыкальной школе имени Наримана Сабитова. И, в общем-то, с 1 класса мы вместе играем с 1 класса Алисы. И поэтому было легко, мы друг друга понимаем. Алиса чувствует меня, я чувствую ее. Вместе дышим, вместе исполняем. И думаю, что у нас замечательный ансамбль. Девятка, ура! Я люблю девятку, потому что у меня по футболу номер 99, но это хоть чуть-чуть ближе к девятке.
Спасибо. Орланчик, привет. Здравствуйте. Молодец. Спасибо. Как поживаешь? Хорошо. Отлично. Видел тебя на наследии. Спасибо. Очень приятно видеть, как ты растешь, прогрессируешь. Отдельное спасибо хочу сказать твоему замечательному концертмейстеру Азамат Агай Зур Рахмет. Настолько классное произведение. Вообще, Азамат Агай мелодист от Бога. И просто те мелодии, которые выходят у него из-под пера, они просто восхитительны. Их очень здорово играть. И очень приятно, когда вот и ты, и такие молодые люди, дети исполняют произведения. Это на самом деле очень здорово. Спасибо. Теперь, что я тебе хочу сказать, немножко критики добавить в это прекрасное блюдо. Смотри, вот в конкурсе «Наследие», да, у тебя там были композиции, джазовые в том числе, так? Ведь ты очень здорово двигался, и это было очень органично и правильно. Но там был джаз, там было весело, очень хорошее движение. Здесь все-таки добавь больше статики, больше концентрируйся на звуке, на мысли. Ты очень хорошо мыслишь на инструменте, это видно, чувствуется, это все здорово. Но все-таки вот эти движения из стороны в сторону, они тебе больше мешают, чем помогают. Если ты ровно встанешь, будешь брать звуки и до конца их вытягивать. Особенно, заметь, не хватает. Вот я вижу, что ты хочешь сделать, например, крещендо, да? А из-за того, что ты не очень хорошо, скажем так, распределяешь смычок, тебе не хватает. Ты его хочешь сделать. Виден твой посыл, порыв. И вот именно такие моменты, они тебе чуть-чуть мешают как бы воплотить вот твои старания в жизнь. Успехов тебе, дорогой. Спасибо большое. Орлан, я тебя сегодня увидела впервые, но запомню я тебя надолго. Ну, я вас тоже впервые увидела. Ничего странного. Вот мы с тобой сегодня встретились, но где-то на музыкальных дорожках мы все равно будем пересекаться. И это хорошо, потому что, знаешь, очень интересно смотреть, как какой-то человек был сначала маленьким, потом стал взрослым, как он изменился, и что в нем стало еще лучше. Вот ты такой человек, который идеально подходит к формату нашего конкурса. Вот оглянись, пожалуйста, ты не видишь картинку за тобой? Видишь, да? То есть там изображен парус не случайно. Парус – это чтобы двигаться. И позволь мне помечтать. Вдруг это сбудется, и мы с тобой спустя какое-то время об этом вспомним. Я мечтаю, чтобы на нашем телевидении вдруг решили сделать какой-нибудь фильм, и там вдруг бы пригодилась музыка замечательного композитора Азамата Азнагулова, и вдруг бы там очень понадобился мальчик со скрипкой. Это было бы замечательно, потому что если вы вдвоем там будете, уже фильм должен получиться красивым. Я хочу, чтобы это сбылось. Я эту картинку прямо вижу. Спасибо. Орлан, я вот тебя тоже сегодня впервые увидел, но я под большим впечатлением, коллеги. Я не знал, что у нас есть такой яркий молодой человек. Я очень рад, что я тебя узнал. Я тоже вас узнал. Вот, видишь как? Вот мы тоже с тобой познакомились. И, ну, это такая очень серьезная заявка. Ты очень музыкальный мальчик, ты хорошо чувствуешь, ты хорошо себя ощущаешь на сцене, что немаловажно. Понимаешь? Ты, в принципе, уже настоящий артист. Безусловно, есть технические моменты, над которыми тебе надо заниматься. Скрипка очень трудный инструмент. Но тебе постепенно надо задумываться и о скрипочке в том числе, потому что эту скрипку ты уже сам перерос. Тебе нужен более серьезный инструмент, который мог бы тебя раскрыть еще ярче. Вот. Я желаю тебе большого успеха. Я думаю, мы с тобой еще увидимся. Спасибо. Поздравляю тебя с действительно очень ярким выступлением. И я, так как и пианистка, и композитор, я знаю, как для композитора бывает важно найти своего исполнителя и как волнительно исполнять музыку композитора, тем более, когда композитор еще и с тобой на сцене. Потому что буквально от тебя зависит, понравится нам это произведение или нет. Вот ты его исполнил так, что я хочу его потом прийти домой и переслушать. Здорово, что у тебя есть такая замечательная возможность вот, учиться у таких людей. Я имею в виду не только твоего педагога по специальности, имеется в виду, а вот когда у тебя концертмейстер, еще и композитор. Старайся впитать ото всех все, что можно. Вот эти советы, которые тебе сегодня дали, обязательно прислушайся к ним. А я уверена, что да,
Мы увидели сегодня первый раз, но явно не последний. Удачи тебе. Спасибо. Молодец, да. Космическая музыка. У меня несколько образов, я сегодня образами, да, не из фильма, но прям «Маленький принц» Антуан Сент-Экзюпери передо мной стоит. Точно. И точно. Такая космическая музыка, Азамат Агай. И второй образ у меня возник, это вот, мальчик, играющий на скрипке. Я вот общался, довелось посчастливиться общаться с Даниэлем Лозаковичем, победителем Спиваковского конкурса. Я вот тебе желаю вот поучаствовать в этом конкурсе и победить, так же, как Спасибо. Даниэль. Дай Хорошо? Бог. Удачи. Спасибо. Будем готовиться. Я тебя поздравляю. Спасибо. Как выступил? Хорошо. Мне понравилось выступать на Елькяне. Может быть, в следующем году еще приду. Какие впечатления после конкурса? Мне понравилось сниматься. Правда, мне не нравится в съемках то, что долгое. Когда ты начал играть на скрипке? Я начал играть на скрипке с 5 лет. Год я не очень, конечно, играл. Я там бегал туда-сюда, но я маленький был, мне 5 лет было. Потом я начал играть. Я играл, мне в многих конкурсах выступал. А как вы выбираете репертуар? Знаете, я считаю, что очень важно исполнять нашу национальную музыку. И в этом плане нам очень повезло, потому что в нашей школе работает композитор, который всегда рядом и у которого всегда постоянно очень много идей. И он пишет прекрасную музыку именно для детей. И дети любят исполнять его произведения, поскольку они очень мелодичные, легко запоминаются, и между тем в них очень глубокое содержание. Номер 10. Я буду думать, что она счастливая. Поздравляю тебя с хорошим выступлением. Спасибо. Вообще, коллеги, хочу отметить, что ты, поскольку завершаешь наш скрипичный марафон сегодняшний, хочу отметить, что все конкурсанты, все струнники играли в рамках приличной интонации. То есть после прошлого конкурса, видимо, были сделаны некоторые выводы. Вот я сейчас так сижу, думаю, наверное, на следующий конкурс надо всем говорить, чтобы играли увереннее,
играли полноценным звуком, звучно, обращали внимание на ведение правой руки. И тогда на третьем, дай бог, конкурсе уже будет совсем хорошо. Спрыгивать со сцены будут. Действительно. А сколько лет вообще занимаешься на инструменте? 6. Уже 6 лет. Какие планы в будущем? Я еще пока не решила. Еще не выбрал. У тебя есть какие-то увлечения? Нет. Нет? Вот основное это увлечение – это скрипка. Ну вот, собственно, очень хорошее увлечение. Занимайся и дальше, и может очень хорошо получиться. Спасибо. Юль, тебе очень повезло. Ну, во-первых, ты сегодня нам действительно поставила такую финальную точку. И ты видишь, как мы все радостно, тебе улыбаемся, тебя приветствуем. Но это еще не все. Тебе повезло гораздо больше в том, что у тебя есть замечательный педагог Фаина Борисовна Улановская. У тебя есть прекрасный концертмейстер. Большое спасибо вам за сегодняшнее выступление. Ну и у тебя мама скрипачка. То есть получается, что тебя музыка окружает со всех сторон. Не всем детям так везет. Поэтому ты пользуйся этим, пожалуйста. И спасибо тебе за то, что так весело, непринужденно закрыла наш скрипичный день. Спасибо. Вообще, действительно, говоря о том, что мы сегодня дослушали конкурсантов в номинации «Струнные инструменты», отличная точка. Она такая радостная была. Поэтому я тебе желаю удачи. Спасибо тебе за яркое выступление. И надо продолжать заниматься на скрипочке. Увлекайся этим замечательным инструментом. Спасибо. Юлия, да. Когда будешь заниматься с закрытыми глазами, ты уже сможешь прорабатывать непосредственно образ. Тебе огромное спасибо за сегодняшнее выступление. Ты украсил конкурс. Жирная точка. Поэтому и в дальнейшей твоей творческой карьере я желаю тебе всего наилучшего, успехов. Спасибо и большое. Поздравляю тебя действительно с таким ярким, радостным, веселым, задумчивым в начале выступления. Я хочу тебе дать такое упражнение, которое полезно на самом деле не только, наверное, для скрипачей, а вообще для всех музыкантов. Иногда попробовать поиграть с закрытыми глазами. То есть ты вот играла, и ты все это время вообще не отводила взгляда от грифа, от своих пальцев, полагаясь как будто бы только на зрение. А ведь ты уже так много и давно занимаешься, что я думаю, что ты знаешь, где находится каждая нота наизусть. А дело в том, что когда играешь с закрытыми глазами, гораздо сильнее начинают работать уши. И ты начинаешь находить какие-то совершенно новые краски, даже в тех, которые ты уже нашла, они раскрываются еще глубже. Мне кажется, тебе надо попробовать так поиграть, вообще не только эти произведения, а в принципе. И больше доверять своим рукам, потому что они у тебя явно хорошо поставлены, все на месте, и они у тебя все играют. Это даст тебе большую свободу. Если ты сможешь играть с закрытыми глазами, то с открытыми тем более. Вот, действительно, спасибо. Спасибо. Поздравляем тебя. Юлия, я тебя поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Юлия, какие впечатления от конкурса «Елькэн»? Мне очень понравилось выступать. И если я пройду на 3-й тур, то я буду очень счастлива сыграть с симфоническим оркестром. Юля занимается в детской музыкальной школе имени Наримана Сабитова в классе преподавателя удивительного человека Улановской Фаины Борисовны. Но через ее руки прошло много замечательных музыкантов, и я надеюсь, что Юля, занимаясь у Фаины Борисовны, станет впоследствии гордостью ДМШ имени Наримана Сабитова, гордостью Башкирии и будет замечательным человеком и супермузыкантом. Камила, представляешь, музыка на Земле существует тысячи лет. Прекрасно представляю, как музыка передается из сердца к сердцу, особенно родная башкирская музыка. Шулай Камила, Захир Исмагилов, Нариман Сабитов, Газиз Аль-Мухаммадов әсәрләрендә безнең тарих. И мы всегда будем произносить их имена с благодарностью. Башкорт классик музыкаһын йөрәгендә эреткән конкурсанттарга рәхмәт. Һәм әлбиттә, бала күңеленә матурлык һалган өчен өлкәннәргә лә зур рәхмәт. Объявляем финалистов открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елькэн». Мария Уткина, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Арлан Хакимьянов, детская музыкальная школа номер 7, город Уфа.
Юлия Козловская, детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова, город Уфа. Ұзақламай, зур сәхнәлә Елкәндек финалистлары Башкортостандың Милли симфоник оркестры ыдатуында сыгыш яһаясак. Елкәнгә ыңгай елдәр. До новых встреч, друзья!